Сцена – это, конечно, самое волшебное место. Волнующее тех, кто в зрительном зале, волнительное для тех, кто за кулисами. Тем более, что в этот юбилейный вечер на сцене пришлось выступить всем сотрудникам Серебряноборского дома культуры, в том числе и совсем не творческих профессий. Но не будем забегать вперед. Вначале было… Нет, в конкретно этом мероприятии не слово, а большой концерт. Многочисленные поздравления и награждения, назовем это по-олимпийски цветочной церемонии, случились уже под занавес, когда все говорящие первые лица и коллеги в достаточной степени пропитались чувством прекрасного. Дому культуры Якутии в самом деле есть что показать. Здесь работают 7 различных кружков и студий, причем 3 из них бесплатные. Значение этого слова в наше время подзабыто. Всего же в этих творческих коллективах занимаются более 100 взрослых и детей. И участницы ансамбля «Надежда», и юные артисты из группы «Поющий ручеек» учатся вокалу у своего педагога, по совместительству аккомпаниатора Виктора Мясникова. Красочные танцевальные номера для группы «Экспромт» ставит Татьяна Рыжкова. Относительно недавно в ДК появились дополнительные хореографические студии бального танца и, по многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола, латиноамериканских танцев, преподаватель Жамиля Моисеева. Курсы кройки и шитья пользуются популярностью, несмотря на изобилие в магазинах одежды. Их ведет Куляш Кушнир. Театральным кружком лицедеи руководит режиссер Ольга Богомазова. Но это еще не все. Жизнь вне сцены есть. И еще какая. В Доме культуры Якутия также расположены 3-я библиотека, переехавшая сюда 6 лет назад, и Дом детского творчества, воспитанников которого, похоже, вдохновение не покидает никогда. Всего за год творческий коллектив ДК проводит более 100 различных мероприятий, которые посещают приблизительно 20 тысяч зрителей. Конкурсы «Мам» и «Пап», праздничные вечера, тематические дискотеки, утренники, игровые программы на День защиты детей. Такое событие, как фестиваль «Семья года», традиционно легко собирает полный зал болельщиков, а проводы зимы уже стали массовым народным гулянием с привлечением сил всех предприятий Серебряного Бора. Разнообразие в культурную жизнь поселка вносит и сотрудничество с единственной поселковой школой номер 14. Его плоды – театрализованные игровые постановки и конкурсы. С властями поселка отношения сдержанные, то есть деловые. Поселковый совет утверждает, а глава Серебряного Бора Владимир Резиков гарантирует скромное, но стабильное финансирование. К юбилею удалось даже одежду сцены обновить. А еще, вне зависимости от величины бюджета, двери Дома культуры всегда открыты для гостей из детского дома-интерната и специализированной коррекционной школы. Дом культуры Якутия теоретически мог бы быть почти ровесником поселка энергетиков, если бы не оказался долгостроем, растянувшимся на целых 10 лет. Все это время серебряноборские творческие коллективы ютились в тесном здании клуба «Энергостроитель». Открытие такого нового и такого просторного Дома культуры 2 февраля 90-го года стало настоящим праздником. 20 лет назад наш Дворец культуры радушно открыл двери. 20 лет, ни на секунду, ни на минуту, ни на день не затихала жизнь. И самое главное, что те серебряноборцы, которые уехали, которые живут сегодня здесь, с душой, особенно наши школьники, студенты, будут вспоминать эти стены. Вспоминать, без сомнения, будут, но, скорее всего, не столько стены, сколько талантливых людей. Первым директором ДК была отличник культуры Якутской ССР Танзиля Куяшева. Сегодня коллективом руководит, и, надо заметить, сама нередко воплощает на сцене разноплановые образы, Ирина Сабирова. В ее подчинении 13 сотрудников, из них 4 культработника. Еще 7 трудятся вне штата. Но вне зависимости от специализации и записей в трудовой книжке, всем им в этот вечер пришлось поволноваться и испытать на себе волшебную силу сцены. Дорогие коллеги, я от всей души поздравляю вас с юбилеем нашего родного ДК. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни и дальнейших творческих успехов. Искать, учить, вершить, творить, и людям праздники дарить. Не унывать, а удивлять, всех помнить и о ком не забывать.